Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Изнатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Озеро, которое можно перейти вброд. Глобальная катастрофа. Мы озеро это потеряли, можно сказать. Почему мелеет водоем в Нижнекамске, выясняла Светлана Звонарева. В Лаишево отпраздновали 280-летие Гавриила Державина. Пусть звучат его стихи, пусть звучат его оды во славу страны. Как его труды и мысли по-прежнему задают планку всему государству, расскажет Рамиль Шайдуллин. На страже языка, традиций и культуры. Интерес не падает. Более 100 предложений поступило. ШНТВ подвел итоги очередного сезона конкурса «Балашах жира». Какой должна быть детская песня, узнала Алия Хайрудинова. Нижнекамцы бьют тревогу. Здесь высыхает озеро Подборное. Еще пару лет назад его глубина достигала нескольких метров. Сейчас обмелело настолько, что в водоем можно перейти вброд. Озеро находится рядом со знаменитым сосновым бором. От расположения и произошло название Подборное. Пострадал не только водоем, но и флора, и фауна. Здесь растут краснокнижные кубышки, обитают цапли. Что стало причиной обмеления озера, в нашем репортаже. До мангала вот до сих пор вода стояла. А теперь до берега несколько десятков метров. Озеро Подборное высохло за каких-то 3 месяца, говорит Ринат Юнусов. Участок здесь он приобрел 4 года назад. На выбор повлияло живописное место и близость к воде. Такой красота озера они потеряли. Вот когда мы купили, вот это кустов вовсе не было. То есть все было водой закрывало? Вовсе здесь рыбачили вот оттуда. Вон большая дерево стоит. Вот оттуда А все. рыбы много водилось? А? Рыбы много водилось? Много. Все вот здесь ловили все. Теперь жителям остались только воспоминания о флоре и фауне озера. Здесь водились линь, щука, окуни и плотва, росли краснокнижные кувшинки. Эти места облюбовали бобры, цапли, пели иволги и соловьи. Просто красиво. Если бы берега были ухоженные, мы бы отдыхали, сюда приходили. Многие наверняка провели детство на этом озере. Много воспоминаний наверняка. Сейчас там вот видно только одна трава как будто. Не покупаешься даже спокойно. Раньше тут рыбачил, сейчас на каму, на затоне. Раньше тут сидел всегда. Каждое утро 3 часа выходил. Из этого же водоема поступает вода для полива дачных участков. Трубы насосной станции уже пришлось удлинить на 50 метров, говорят в садоводческом товариществе. Ежедневно уменьшается на 5 сантиметров. Хватит где-то дней 10, это максимум. Вот как сейчас быть здесь? Это глобальная катастрофа. Мы озеро это потеряли, можно сказать. Одна из причин обмеления озера – жаркая погода. Но, по словам Ленара Гараева, есть и другая. Стоки из старого городского коллектора текут в лес, оттуда в огороды дачников. Затопив участки, вода попадает в озеро, унося с собой сухостой, почву и песок. Все это остается на дне водоема. 1000 кубов песка, ила. Надо его как-то намывать, вывозить. Я не знаю, как это делать. Если решать вопрос, надо было глобально, когда я 10 лет тому назад обращался. Тогда еще можно было решить. А сейчас уже я не знаю его, как решать. Решить проблему оперативно невозможно. Такой ответ дали в отделе охраны труда и окружающей среды исполкома. По словам специалистов, вода из этого водоема для нужд дачников берется без разрешения. Для забора воды требуется получить соответствующее решение. В отношении данного объекта его выдает Министерство экологии республики. К сожалению, на территории района ни одним СНТ такое разрешение не получено. При его наличии СНТ обязана обеспечить контроль за объемом забираемой воды, а также реализовать природоохранные мероприятия. Экологи говорят, озеро пойменное, оно образовалось в старом русле реки Кама. Заиление дна в таких водоемах является естественным. Главный источник подпитки озера – осадки, которых долгое время не было. Я основную причину обмеления все-таки вижу в неумеренном водопотреблении. И оно, конечно же, должно регулироваться и должно сопоставляться с поступлением осадков. Единственный вариант, по словам специалистов, это экономия и поиск альтернативных способов забора воды. Что касается реконструкции коллектора, проектирование запланировано на 2024 год. Светлана Звонарева, Александр Халин, Булат Абдульманов, ТНВ, Нижнекамск. Обильных дождей, чтобы насытить озеро, пока не ожидается. Погоду на эти выходные озвучили синоптики. Сейчас республика находится в поле пониженного атмосферного давления. В субботу и воскресенье ситуация существенно не изменится. Ожидаются лишь небольшие осадки, днем до плюс 24. В начале следующей недели Татарстан окажется в тыловой части циклона, будет облачно с прояснениями.
Сегодня в Альметьевске открылся нефтяной саммит. За свою 20-летнюю историю он стал одной из наиболее авторитетных дискуссионных площадок в области топлива и энергетики. Сюда съезжаются руководители предприятий, эксперты нефтяной сферы и молодые специалисты. Говорят о развитии и тенденциях отрасли. В этом году саммит посвящен 80-летию промышленной нефтедобычи в республике и 75-летию открытия ромашкинского месторождения. В заседании участвовал райс республики Рустам Минниханов. Почему люди – новая нефть? В нашем репортаже. Геофизические приборы, которые при помощи изучения различных физических полей получаем геофизические данные. Они туда скважину опускаются. Перед саммитом Рустам Минниханов ознакомился с отраслевой выставкой. Свои достижения презентовали компании Татарстана и регионов страны. Это интеллектуальная система «Умная скважина» для мониторинга состояния оборудования. Здесь же решения для защиты от коррозии, технологии для откачивания газа из затрубного пространства скважины. Для КАМАЗа, для МАЗа, для грузовой спецтехники гидроцилиндр телескопический. То есть раньше привозили из Италии. Да, на самосвалы, все верно. Вот изготовили у себя на предприятии. На пленарной сессии саммита ключевыми стали вопросы развития отечественного топливно-энергетического комплекса до 2050 года. Рустам Минниханов отметил, более чем за 20-летнюю историю нефтяной саммит стал одной из продуктивных площадок. Как будет строиться рынок, сегодня есть разные суждения, но я уверен, что имея такую переработку, такую нефтехимию, ища в поисках новых направлений в части новых материалов, новых технологий, республика будет конкурентна. База экономики Татарстана, нефтяная промышленность, постепенно трансформируется в нефтеперерабатывающую. В республике добывают 36 миллионов тонн нефти, свыше 22 из них перерабатывают. Развивается шинное производство, нефтехимия и биотехнические направления. Поэтому республике нужны тысячи специалистов, говорит Рустам Минниханов. Вот мы недавно встречались только по КАМАЗу. Ближайшие 5 лет ему надо для тех задач, которые он себе ставит. Идет выбывание, то есть люди на пенсию уходят, где-то 20 тысяч человек. Если взять нефтяную отрасль, она очень высокотехнологичная. Нужны подготовленные кадры. Это значит, нужны серьезные образовательные центры. Нефтяным центром уже стал Альметьевск. В Нижнекамске создается центр нефтехимии, в Набережных Челнах высшая техническая школа. Большой опыт дало движение WorldSkills. Создали 45 ресурсных центров. У каждого есть предприятие-заказчик. Алабуга-Политех готовит кадры специально для особой экономической зоны, обучая ребят не только из России, но и из Азии, Африки, Латинской Америки. Наше будущее, наша конкурентность будет, насколько мы сумеем подготовить специалистов высшего, инженерного состава и специалистов, которые будут работать на производстве. Люди самое главное. На одной площадке с саммитом проходит Международный нефтегазовый молодежный форум. Он собрал 240 специалистов, студентов нефтегазовых вузов. Рустам Минниханов обсудил с ними волнующие их вопросы, например, наставничество. Для меня мой наставник – это Шаимиев Ментибишевич. То, что мы вместе работали, значит, под его руководством. Ты даже в подсознании набираешь то, что делает твой наставник. Надо находить таких людей, у кого можно чему-то научиться. Как отметил райс республики, для молодежи очень важна среда. Город должен быть комфортным для жизни. Важно и что предлагает рынок труда. Лина Зинатульна, Марат Хусаинов, ТНВ, Альметьевск. И сегодня Рустам Минниханов уже в Казани встретился с председателем госкорпорации развития ВБРФ Игорем Шуваловым. Он вручил гостю медаль ордена за заслуги перед республикой. Обсудили проекты, которые реализуются в республике при поддержке компании. Это развитие инфраструктуры в моногородах. В Иннополисе строят 2 современных технопарка. Есть и другие крупные проекты. Служу России, родному Татарстану. Спасибо. Историческое футбольное событие сегодня состоялось в Казани. Впервые встретились женские сборные России и Ирана. Международный товарищеский матч прошел на центральном стадионе. Женская футбольная сборная России в Казани еще не играла, да и вообще домашних игр у команды не было 2 года. Футболистки, как и другие наши спортсмены, сейчас отстранены от международных соревнований. На игре побывал Дмитрий Аринин. На центральном стадионе Казани футболисток и их поклонников встречают татарскими народными танцами. Выход
результат самих сборных трибуны приветствовали аплодисментами. Увидеть первую в истории игру женских команд России и Ирана пришли почти 6 тысяч человек. Такой в Казани вообще первый раз. Атмосфера классная. С работы пришли сюда, оставили кушать детям, быстро готовили и сразу бегом сюда. Сборная России играла в традиционной красной форме. Спортсменки из Ирана в белой и хиджабах. Из-за этой особенности команду ранее не допускали на международные соревнования. В составе нашей сборной под 7-м номером на поле вышла уроженка Азнакаевского района Алсу Абдуллина. К своим 22 годам полузащитница уже успела стать чемпионом России и Англии. Сейчас она выступает за лондонский Челси. Именно спортсменка из Татарстана открыла счет матча, поразив ворота на 29-й минуте. Атмосфера безумно приятная. Чувство удовлетворения и какое-то душевное спокойствие. Большую часть матча атаковали россиянки. Итоговый счет встречи 4-0 в пользу нашей сборной. Я хочу поздравить сборную России с победой. Это довольно хорошая команда. В первом тайме нашим девушкам не хватило концентрации. Но во втором нам удалось собраться. Мы играли как одна команда. Как тренер я довольна. Алсу Абдуллина была признана и лучшим игроком в составе сборной России. 18 июля россиянки сыграют со сборной Ирана еще один матч. Встреча пройдет в подмосковном Новогорске. Дмитрий Айрикин, Рамзин Гарипов, ТНВ, Казань. В Казань сегодня прибыли футболисты московского ЦСКА. Завтра они играют за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Команду встретили в гостинице с чак-чаком и татарскими сувенирами. Напомним, встреча, открывающая начало футбольного сезона в России, состоится завтра на Акбарс-арене. Матч начнется в 5 часов вечера. Мы очень рады, что выбор пал у Российского футбольного союза именно на город Казань. Помнится, что в 2012 году данный суперкубок завоевывал «Рубин». И мы рады, что, тем не менее, хоть и «Рубин» в этом году не играет, но матч состоится на Акбарс-арене. Перед тем, как Суперкубок России займет свое место на стадионе Акбарс-арена, трофей успел побывать в городах Татарстана. А в Нижнекамске амбассадоров, легенд российского футбола и звезд медиалиги приветствовали на футбольном стадионе. Здесь они встретились с горожанами и раздали автографы. Желающие сделали фото на память с заветным призом. О Суперкубке уже мечтают юные футболисты спортшколы «Нефтехимик». В этот день 280 лет назад родился Гавриил Державин, великий русский поэт и государственный деятель. Сегодня в Летском саду Казани собрались почитатели его таланта. Поэты республики, а представители Российского союза писателей, юристы и студенты. В историю наш земляк вошел и как первый министр юстиции Российской империи. К его памятнику возложили цветы, звучали стихи, поэты исполняли романсы. Природа блещет, восклицает, или какой себя венчает короной мира царь. Проработал год, но проработал очень ярко, соблюдал справедливость, боролся за торжество законов, за права людей. Помните, в ее стихотворении «Властителям и судьям» сказано: «Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять». Вот эти слова, они краеугольным камнем ложатся и в работу современных органов прокуратуры на века. Мне приятно видеть то, что приходят люди, читают свои стихи о Державине, в его стиле. Вот. И это говорит о том, что его творчество не пропало даром. Основные торжества прошли в Лаишево, на родине Гавриила Державина. Именно сюда приезжают сотни почитателей его творчества. От имени Рустама Минниханова их приветствовала вице-премьер Лейла Фазлеева. Кто получил Державинскую премию и как обновился музей его имени, увидел Рамиль Шайдулин. Ты первый ученик. Со сцены звучат строки, каждое слово которых пропитано любовью к родине. Они написаны Гавриилом Державиным больше, чем поэтом. От имени Раисы Республики Татарстан Рустама Нургалевича Минниханова я хочу поздравить всех
с юбилеем, с праздником, с днем рождения нашего с вами известного, знаменитого земляка Гавриила Романовича Державина. И мы абсолютно точно можем с вами сказать, что этот человек оказал невероятное влияние на развитие российской юриспруденции, на развитие российской культуры и литературы. Хотя Державина в первую очередь считают поэтом, а его творчество вершиной русского классицизма, сам он главным делом своей жизни называл государственную службу. Губернатор 2 регионов, сенатор, тайный советник и первый министр юстиции. Где бы он ни работал, куда бы его ни направляли, он все равно оставался сам собой, оставался приверженцем собственной системы духовно-нравственных ценностей. Род Державиных происходит от Мурзы Ибрагима. На родовом гербе Державиных изображены серп и полумесяц, отличительный знак выходцев из Большой Орды, что неоднократно при жизни подчеркивал и сам Гавриил Державин. Державин сам он интересовался фольклором татарского народа. Его в архиве нашли татарские тексты народных песен. Он думал, наверное, народных песен. Ну, и он сам уже писал. Он честно писал, что он потомок Мурзы Багрима. Подробнее обо всем этом можно узнать в обновленном музее Лаишева, который носит его имя. Здание 1864 года постройки обновили по национальному проекту «Культура» и при республиканской поддержке. Получилось современное мультимедийное пространство. В этом музее у нас имеется 7 залов, и они рассказывают об истории Лаишского края с древнейших времен до современности. А этот у нас сабля гусарская. Один из залов музея целиком посвящен Державину. Его личность неразрывно связана с историей района. По доброй традиции праздник проходит на центральной площади Лаишева, которая еще называется Державинской. А где еще? Ведь именно здесь Гавриил Романович начинает свой путь. Здесь он провел детство и большую часть своей юности. Именно здесь вручается главная награда республики в области литературы и юриспруденции – премия Державина. В этом году ее получил журналист Айрат Бикбулатов за книгу «Очерки казанской журналистики». В общем, это был один из тех людей, который выстраивал диалог между обществом и властью. И мне кажется, вообще это очень похоже на татарстанскую модель, потому что здесь тоже вот этот диалог власти и общества, он здесь чувствуется. По традиции на Державинской площади гости возложили цветы к его памятнику. Он называл Казань колыбелью первоначальных дней и оставил наследие, которое потомки чтят спустя столетия. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Лаишево. У Казани появится 3D-модель. Как цифровой двойник поможет в принятии решений и планировании, читайте в интернет-газете «Реальное время». Холодильники, спальные мешки, лекарства отправили сегодня из Казани в Лисичанско-Рубежное. В 4 грузовиках 80 тонн продуктов питания, стройматериалы, средства бытовой химии. На склад приехал председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. В сборе товаров первой необходимости приняли участие активисты «Единой России», а также районы республики. Жители Сарманова отправили 20 тонн питьевой воды, бавлинцы – 10 тонн досок, картофеля, макарон. Здесь есть и палаточные комплексы, которые установят в городах ЛНР. 1370 с лишним тонн отправлено туда. И нам оттуда идут и признательность, и слова благодарности жителям нашей республики, партийному активу в связи с этой необходимой помощью. Я думаю, этот груз будет доставлен и в какой-то мере поможет и взрослым, и детям, и людям, страдающим из-за бомбежек. Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней мы говорим о журналистских репортажах из зоны СВО, показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Новые военные преступления украинских боевиков сегодня показал Первый канал. На кадрах направления Угледара видно, как ВСУ высаживаются с броневика и маскируются в лесополосе. Рядом дорога. Автор материала рассказывает, она единственная не заминированная в этом районе. Отсюда ездят мирные жители. Появляется машина, на боковых зеркалах белые повязки. Это знак того, что в салоне как раз простые жители. Их украинские боевики расстреливают практически в упор. Потом подбегают к машине, вытаскивают мужчину и женщину. Чтобы замести следы, автомобиль сталкивают в лесополосу. Как сообщают журналисты, убитые не были военными. Сейчас в зоне СВО продолжаются тяжелые бои, потому что мы своих не бросаем.
Если вы тоже хотите помочь жителям Донбасса, то можете записаться на контрактную службу. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты. Можно обратиться в местные военкоматы. Единый номер службы отбора вы видите на экране. Для молодежи Казани провели мастер-класс от сообщества «Вызов». Это объединение молодых людей со всей страны, которые имеют профессиональные интересы в сфере науки и культуры. Как «Вызов» помогает ребятам реализовать и продвигать свои проекты в медиа, расскажем подробнее. Как быстро развить аккаунт с научной тематикой? Дарья Лопатина учится в медуниверситете, ведет блог, где рассказывает о своем пути врача и делится лайфхаками о здоровье. Сегодня она эксперт в продвижении научного контента. Что «Вызов», что Inside People могут охватить больший объем людей и информировать их об этом. Плюс вот эти социальные проекты. Это все популяризирует как раз науку. Как сформировать личный бренд, развивать свои проекты в соцсетях и повысить компетенции в медиа. Креативная лаборатория «Наука в сети» – проект, который дает возможность участникам сообщества «Вызов» стать лидерами медиасферы. У нас действительно очень много изобретений, очень много интересных вещей, что делается в России. Но об этом мало кто знает. И вот с точки зрения популяризации это, во-первых, очень важно, и, во-вторых, сейчас востребовано. Интересные вот эти вот контенты с помощью ребят, занимающихся в Inside People и так далее, помогут нам усилить это внимание, вовлечь еще больше молодежи в это научное направление. Сообщество помогает молодым ученым реализовывать свои проекты и рассказывать о них на большую аудиторию. «Вызов» создан совместно с компанией «На практика» и продюсерским центром «Инсайт Люди». Сегодня Шаян ТВ и комиссия по родным языкам при Райсе Республики подвели итоги 4-го сезона конкурса детской песни «Балащак Жыры». Приятный результат. В нем участвовали 100 авторов из Татарстана и Башкортостана. А значит, создали столько же новых песен для самых маленьких на их родном языке. 5 композиций признаны лучшими. О чем поют дети, услышала Алия Харудинова. Это песня о том, что друзей должно быть много. Ее авторы – победители конкурса детской песни прошлого года. За это время им сделали аранжировку, сшили костюмы и сняли клип. В этом году на конкурс «Балащак Жыры» прислали более 100 песен. Авторы и композиторы из Татарстана и Башкортостана. Песню «Поезд» Эльмира Нуруллина напевала сыну, а после попросила брата сочинить музыку. У меня маленький сынок, когда ему было 1,5 года, всегда просил у меня во время убаюкивания петь песни про технику. Машина, автобус, поезд. И вот так я ему напевала. Взял баян на руки и начал потихонечку так играть, напевать. Потом, когда уже музыку сочинил, отправил Эльмир, вот, если понравится, пожалуйста. И у него дочка Хаят начала петь. Сегодня творческий тандем брата и сестры победил в 4-м сезоне «Балащак Жыры». Награды им вручил председатель комиссии по родным языкам Марат Ахметов. Поэт Рамис Аймет для детей до этого не писал. Это его дебют и сразу победа. Надо понимать детскую психологию. Ты должен возвратиться в те годы, в те возрасты, думать в возрасте этих детей. Они искренние дети. То есть, если песня им не понравится, они ее петь не будут. И поэтому, может быть, даже самое серьезное жюри детских песен – это сами дети. Конкурс «Шаян ТВ» уже подарил 20 лучших детских песен на татарском языке. Он проходит при поддержке комиссии по родным языкам. Марат Ахметов уверен, каждая из них должна стать методическим пособием для детсадов и музыкальных школ. Найти такие формы, что большим количеством родителям, ученикам, детям, учителям, воспитателям, чтобы мы могли создать максимальный доступ и чтобы максимальное использование вот этих песен в обыденной жизненной ситуациях и мероприятиях. Вообще работу нужно усиливать. А надежда то, что в какой-то степени отношение к родному языку, оно становится более таким
востребованным. Это мы чувствуем. Жанр детской татарской песни начал немножко, я не скажу, совсем исчез, он начал увядать, и это очень плохо, потому что, как вы знаете, нам песня «Строить и жить» помогает. Очень многое начинается с песни, и душа поет, когда хорошая песня звучит. И очень важно, чтобы в наших семьях дети пели, чтобы родители вместе с ними пели. И это сближает людей, это их заставляет лучше чувствовать друг друга и восхищаться этим миром. О том, что песни 4-го сезона тоже станут хитами, сомнений нет. Победителя из Башкортостана Гульнару Рашитову знают многие ценители красивого слога. Именно ее перу принадлежит песня «Туган-як», которая объединяет татар всего мира. Мой сын очень любит танцевать, и он хочет, чтобы песня была задорная была, и чтобы под эту песню можно было и сплясать, и станцевать, и спеть заодно. И вот поэтому решила такую задорную песню. Это как апипе. Впереди еще большая работа. При поддержке комиссии на песни будут созданы современные аранжировки и сняты клипы. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. Сейчас прогноз погоды. Следующий выпуск новостей Татарстана смотрите в 21:30. Увидимся. В торговые и складские объекты Казани требуются охранники без лицензии. Телефон 8 905 015 43 68. Этим летом смотри, чувствуй, радуйся. Все будет хорошо. Лето, жара. Насладитесь сочной ликвидацией в сети ювелирных салонов «Яхан». Насыщенные краски рубинов, сапфиров и изумрудов, сияние бриллиантов и золота со скидкой до 60%. Проведите лето со вкусом. «Яхан». Рады удивлять. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. В аптеках «Фармленд» летняя фишка. Покупай в «Фармленде», получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Российский исламский институт продолжает набор абитуриентов по направлениям теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251 01 55. После резкого похолодания, шквалистого ветра и проливных дождей в Татарстан вновь возвращается тепло. Банк «Аверс» оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево прогнозируется комфортный и теплый субботний день. Ночью ожидается 13 градусов тепла, а днем потеплеет до 23 градусов выше 0. Небольшая облачность и без осадков в набережных Челнах, в Нижнекамске и Елабуге. Ночью ожидается около 13 градусов тепла, днем температура повысится до плюс 22. В Агрыде, Менделеевске, Актаныше осадки не прогнозируются. В ночное время ожидается 13 градусов тепла, а днем 22 градуса со знаком плюс. В Арске, Кукмаре, Балтаси без осадков и малооблачно. Температура в ночные часы около 11 тепла, днем плюс 22 градуса. Переменная облачность в Болгаре, Дрожжином, Буинске. Преимущественно без осадков. Ночью до плюс 14, днем 24 градуса со знаком плюс.
Малооблачно в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше и без осадков. Ночью около 12 тепла, днем температура повысится до плюс 25. В воскресенье температура немного понизится, осадки не прогнозируются. В Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью около 14 градусов выше 0. Днем плюс 25. Ветер северный и слабый. Атмосферное давление в норме. Влажность воздуха 54%. Магнитное поле Земли спокойное. Лето приблизилось к своему экватору. Каким будет его вторая половина, покажет время. А мы первыми расскажем обо всех изменениях. Оставайтесь с нами и берегите себя.